ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Начальник Ухтинского отдела Следственного комитета отчитался о проделанной работе за 9 месяцев текущего года. Ведомство, которое занимается расследованием тяжких и особо тяжких дел, отмечает, пусть незначительное, но все же снижение преступности в 2018-м. Так, следователями Следственного комитета было возбуждено и принято к производству 196 уголовных дел. В прошлом году эта цифра составила 201 дело. Также заметна тенденция снижения количества убийств. Таких случаев всего 9. В аналогичном периоде прошлого года их было 12 уголовных дел. За последние 2 недели следователям следственного отдела возбуждено порядка 4-5 уголовных дел от тяжких, особо тяжких преступлений. Они прибавили рост в октябре уже прибавилась. То есть ситуация, в принципе, она аналогична периоду прошлому году, то есть динамика, если смотреть. Но увеличилось число нанесений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В прошлом году было 3 случая, в этом уже 5. Изменилась и статистика по так называемым половым преступлениям. За 9 месяцев 2017-го их было 14, в этом году на 4 меньше. Снизилось и количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В этом году 18 преступлений, в аналогичном периоде прошлого года было 22 таких преступлений зарегистрировано. Совершенные несовершеннолетними, это с учетом имущественных преступлений, потому что мы расследуем имущественные преступления, если совершается в отношении несовершеннолетнего или совершенно несовершеннолетним. Тяжкие, особо тяжкие составы. По ним, получается, у нас зарегистрировано в этом году 9, в аналогичном периоде прошлого года было 10. Также Ухтинский отдел Следственного комитета отличился на уровне республики в плане возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Сумма такого ущерба была выше 120 миллионов. По результатам работы следователи смогли возместить 130 миллионов, став в этом плане лидером в Коми вместе с Усинском. Положительная динамика и в делах по обороту наркотиков. В прошлом году было зарегистрировано 5 таких дел, в этом ни одного.